В эфире общественного телеканала ТБН новости христианского мира, с которыми познакомлю вас я, Анастасия Берендеева. Портал общественного телеканала ТБН «Россия», в состав которого входит и сайт «Мир веры», признан Ассоциацией журналистов «Новомедиа» победителем в конкурсе христианских веб-порталов. Ассоциация «Новомедиа» ежегодно проводит конкурс на определение лучшего христианского интернет-ресурса. В этом году www.tbn-tv.ru признан президентом ассоциации Русланом Кухарчуком лучшим среди христианских порталов. Победитель определился, исходя из посещаемости сайта, его рейтинга, актуальности поднимаемых тем, количества опубликованных материалов и их социальной значимости, а также отзывами посетителей сайта. Всего в конкурсе участвовало более 300 известных интернет-порталов. Руслан Кухарчук поздравил президента телеканала ТБН «Россия» Игоря Никитина и руководителей интернет-проектов Дмитрия Мицкиса за особый вклад в поддержку и укрепление христианских ценностей в современном обществе посредством интернет-СМИ. Напомним, что новый портал www.tbn-tv.ru был запущен осенью 2010 года. В его состав входят десятки тематических сайтов и онлайн-телеканалов. Согласно независимой статистике mail.ru, портал занимает лидирующие места в рейтинге топ-1000 телесайтов с количеством заходов более 7 миллионов в месяц. Американский союз за гражданские свободы пригрозил судом всем школам Кентукки, которые не запретят раздачу Библии ученикам. Об этом сообщает христианский мегапортал invictory.org со ссылкой на православие.бай. По мнению этой атеистической организации, отсутствие такого запрета антиконституционно. В ответ христианская организация «Альянс в защиту свободы» разослала по школам письмо, подписанное 8 сотрудничающими с Альянсом адвокатами, где опровергает доводы Американского союза за гражданские свободы, якобы доказывающие незаконность раздачи Библии. Школы должны поощрять, а не запрещать свободный обмен идеями, заявил юрист-консул Рори Грей. Именно поэтому школы часто разрешают группам самого разного разбора распространять среди учащихся разнообразную литературу. Лишить этого права именно христиан – вот это и вправду противоречит Конституции. В письме также напоминается, что решения федеральных судов не раз подтверждали право частных лиц распространять религиозную литературу в школах на тех же основаниях, что и светскую. Более 40 тысяч польских евреев ощутили на себе действие правительственного решения о запрете производства кошерных мясных продуктов в стране. Комментируя инициативу правительства, главный раввин Польши заявил, что не уверен в возможности и в дальнейшем занимать свой пост. Ситуация с запретом религиозного забоя животных показала еще одну весьма настораживающую тенденцию – антисемитские настроения польской общественности. Многие посвященные этой теме материалы в сети интернет удостоились комментариев, в которых содержится призыв к евреям покинуть страну. Еврейские лидеры неоднократно отмечали существование в Польше проблемы нетерпимости и отсутствия толерантного отношения к религиозным свободам. По их мнению, такие настроения являются крайне опасными, особенно в стране, где во время Холокоста погибли миллионы евреев. Конституционный суд Польши принял решение запретить производство кошерного мяса под давлением правозащитных групп, видящих в ритуальном забое негуманное отношение к животным. Центральная Азия входит в число регионов, где христиане наиболее часто подвергаются преследованиям. 10 из 12 стран, полностью или частично расположенных в Центральной Азии, включены в список 50 наиболее опасных для христианской миссии и христиан. Об этом сообщилось в докладе, который ежегодно публикует благотворительная организация Open Doors. Государства Центральной Азии составляют 20% стран, занесенных в индекс преследований Open Doors. Ислам и политика местных властей – два наиболее серьезных фактора, влияющих на распространение антихристианских настроений. Эксперты Королевского института международных отношений в Лондоне прогнозируют рост исламского экстремизма в Центральной Азии и на Кавказе. Радикальные группировки, пропагандирующие культ мученичества, набирают вес в регионе. Они становятся объединяющими и мобилизующим фактором для молодых мусульман, часто недовольных политической и социально-экономической ситуацией. Обряд водного крещения прошел в церкви «Дверь в небо». Священнодействие состоялось на берегу реки Днепр. Перед началом таинства крещения епископ Юрий Коновалов сказал слова напутствия, акцентируя на важности данного события. Пожелал каждому человеку жить с Господом до конца своих дней. После покаяния – это самый главный ответственный момент в жизни любого христианина. И наше сердце сегодня радовалось. Мы видели, как люди говорили эти самые важные слова, обещали
желаю тебе служить чистой доброй совестью. Ради этого стоит жить на земле. Аминь. Ради этого стоит вообще служить, и все, что Бог дает нам, стоит этим самым служить другим людям. Небо все радуется и ликует, знаете, меня просто захватывает дух такой, за радость такой, знаете. Слава Богу за вашу церковь, за ваших Слава людей, Господу. за тех людей, которые отдали жизнь, посвятили для Господа. Все присутствующие были свидетелями прекрасной картины, когда десятки людей в белой одежде погружались в воду. Согласно христианского учения, это символизирует погружение во Христа. Другими словами, крещение – это видимый знак вхождения в церковь. В теле Христовом люди должны выполнять какую-то определенную функцию, то есть служить Богу, что-то делать, да, служить людям, делать что-то для спасения этого мира, делать что-то для того, чтобы росло тело Христово, процветало, чтобы оно было единым, здоровым. Каждый крещаемый переживал особое чувство. Это отражалось и на их лицах. Друзья и близкие пришли разделить радость. Руслан как никогда рад такому событию, ведь его 2 сына добровольно приняли водное крещение в этот день. И выбор сыновей из личного опыта он одобряет. Ну и сегодня у нас знаменательный день, то есть мои сыновья, 2 сына, Вениамин и Ефрем, заключили завет с Господом. Я в своей жизни заключил такой завет однажды, уже много-много лет назад. И счастлив этому, и благодарю Господа за то, что однажды Он посетил и спас меня, и дал мне жизнь, семью, детей, будущее. В ближайшее воскресное служение церковь «Дверь в небо» совершила молитву за людей, принявших обряд водного крещения, вручила свидетельство и фото о минувшем событии на память. Специально для ТБН. Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина. На этом наш выпуск подошел к концу. Более подробно узнать о жизни христиан, а также посмотреть эксклюзивные сюжеты и репортажи наших корреспондентов вы можете на сайте www.tbn-tv.ru. В следующем выпуске Наталья Княжевич познакомит вас с мировыми новостями. Я же прощаюсь на этом. До встречи на ТБН.